Во времена СССР на официальном уровне джаз игнорировали и даже считали предметом антизападной пропаганды. Как получилось, что сын знаменитого советского композитора увлекся рок-н-роллом? Так что уж случилось, вот в 6 лет я услышал впервые буги-вуги и госпел. И с тех пор я понял, что это моя музыка, что я после... Уже в 13 лет я знал, что я полностью посвящаю свою жизнь этой музыке всей. Вот. Так оно все и получилось. А то, что по стопам, не по стопам, ну, вообще отец у меня, конечно, как любой нормальный с точки зрения человек-музыкант, был с потрясающим вкусом музыкальным, и он, конечно, любил всю хорошую музыку мирового уровня. Поэтому тут нет какой-то слишком большой разницы, что я пошел своим путем. А относительно своим, конечно. Нет, так это даже тут не в контексте там моего отца, что он из себя представлял. Это вообще я просто как-то, получается, у нас это вообще было не принято. Ну, это вполне объяснимо, корни этой музыки уходят далеко в другой континент, который очень далеко находится. И, ну вот так вот случилось. Вы постоянно в гастролях. Как вам удается поддерживать свое фортепианное мастерство на должном уровне? По разным жизненным обстоятельствам у меня не всегда за последние 20 лет был под рукой дома инструмент. И сказать, что я занимаюсь каждый день, как это положено, я не могу этим, так сказать, похвастаться, поскольку наоборот, к своему, так сказать, сожалению, у меня нет, вернее, сейчас у меня есть такая возможность, но не всегда она была. Как принимают рок-н-ролл в России и за рубежом? На сегодняшний день, я соглашусь с тем, что это все-таки субкультура, да, безусловно. Было время, когда это гремело на весь мир, так сказать, и это слушали все, и танцевали и так далее. Я, честно говоря, достаточно немало гастролирую не только по России, по Европе, и в Америке раз 5 тоже выступал. Везде одинаково. Везде одинаково, нравится очень, реакция практически, я не могу отличить, на ура идет, теплый, даже горячий прием, и что отдаешь, что и получаешь. Какие музыкальные жанры вас привлекают больше всего и влияют ли они на ваше рок-н-ролльное творчество? Мне нравится хорошая музыка, прежде всего. Я не ограничен в жанрах, я всеяден, мне нравится любая хорошая музыка, но, конечно, везде не успеешь именно с глубокими знаниями жанров масса в мире музыкальных. Черпаю, знаете, если это есть внутри, если это дано, если в тебе это живет, горит, это вот нечто, что заставляет играть, и более того, это распространяется на аудиторию, на публику, она это чувствуется, это цепляет ее, она это получает и отдает обратно, в этом-то, вот это и есть внутри, как поется в одной из рок-н-ролльных композиций, рок-н-ролл течет в жилах. В венах, точнее, да, в венах. Вы уже более 20 лет на сцене. Как сегодня вы готовитесь к очередному выступлению? Когда выходишь на сцену, садишься за инструмент, никакого волнения. Это сложно, наверное, как-то это можно долго объяснять, что чувствуешь. Сразу как на месте на своем, и какой-то попадаешь в определенный свой какой-то такой мир, где любимая музыка. Больше заниматься, если это инструменталист на инструменте, если певец, певица, вокалист, значит, в общем, голос тоже инструмент. Больше заниматься, и это только этот путь правильный, поскольку это дает ту самую неподкупную уверенность в себе, не самоуверенность, а именно уверенность, и больше шансов, что больше публики это понравится, больше количества понравится. И, тут как и везде в любой профессии. Я за то, чтобы как можно было больше профессионалов, хорошо знающих свое дело.